Чеченская вечеринка Синг-Ирам. Что это? Невероятно сложный, многогранный и уникальный обычай, вобравший в себя сразу несколько традиций чеченского народа. Вайнахский этикет, правила поведения в обществе, парный танец, взаимоуважение и многое другое. В своей программе мы постарались раскрыть всю красоту танцев, песен, исполненных на Синг-Ирам, а также воспроизвести диалоги того времени, указывающие на все тонкости межличностных взаимоотношений. Сегодняшний выпуск будет посвящен Синг-Ирам, который устраивали в честь приезда гостя. Надеемся, что вы найдете время для небольшого путешествия в прошлое вместе с телеканалом Даймохк. Программа «Красота чеченских обычаев» продолжает свое путешествие в прошлое. На этот раз мы приехали на Жуиртовский район, в селение, именуемое Дечигала, чтобы узнать, как здесь проходили чеченские вечеринки Нохчи Синг-Ирам. В каждом уголке Чеченской Республики вековые традиции приобретают свои оттенки. Каждая местность носит свои нюансы и маленькие корректировки в обычаи, подчеркивая особенность своего рода, села или тейпа. Уникален сам процесс проведения Синг-Ирам. Нохчи Синг-Ирам – это целый пласт культуры взаимоотношений людей, общение людей, умение шутить, умение понимать юмор, умение достойно отвечать на юмор и умение складывать диалог на основе юмора, но при этом никогда не переходить нормы и уровень, где юмор переходит в оскорбление личности. Это всегда было недопустимо в чеченской культуре. Итак, узнав о скором приезде гостя, первым делом хозяин дома спешил сообщить об этом своим соседям. Для того, чтобы известить молодежь округи о том, что в доме в определенное время должна состояться вечеринка Синг-Ирам, посвященная приезду гостя. Юношам приглашение передавали на словах, назначая время начала и указывая на место проведения, в то время как за девушками хозяин дома посылал ответственных людей. Это могли быть супруга или близкие родственницы. Те, в свою очередь, отпрашивали у родителей или в их отсутствие у старшего брата или сестры девушку для участия в чеченской вечеринке с обещанием того, что она будет находиться под их вниманием. Девушку сопровождали до самого дома, где должен был состояться Синг-Ирам, и по окончании также провожали обратно. В доме, где проходил Синг-Ирам, первыми собирались девушки со своими музыкантами. Это могли быть женщины чуть старше, умеющие играть на национальных инструментах. Располагались девушки в самом почетном месте. У чеченцев почетным считается самое отдаленное место от двери. Рассаживались вне зависимости от возраста или достатка. На Синг-Ирам имели право присутствовать незамужние девушки, вдовы, а также разведенные молодые женщины. Одна из них обязательно должна была быть тамадой. Ее между собой выбирали сами девушки. Зачастую хозяин дома заранее приглашал женщину, которая уже была знакома со всеми правилами и часто становилась тамадой на других вечеринках. Главная ее обязанность – внимательно следить за соблюдением строгих правил. Также тамада способствовала новым знакомствам и оказывала помощь в сватовстве. Она садилась максимально близко к двери относительно девушек, как бы закрывая их собой. Ее назначали после прихода молодых людей, вместе с тамадой юношей, после чего оба занимали предназначенные им места. Когда все приглашенные девушки оказывались в доме, разрешения войти удостаивались и молодые люди. Чудак, вурдуй. Ты родикл же мягкий. Могешь парать?
Заходили обычно все вместе, заранее собравшись вблизи дома. Хотя порой бывали и опоздавшие, которые имели право зайти в дом после начала Син-эром, попросив разрешения у тамаде юношей и девушек. Зайдя в дом, справившись о здоровье и благополучии собравшихся девушек, молодые люди располагались в своей части комнаты. Не допускалось, чтобы на Син-эром девушек было больше юношей. Оставить приглашенную на вечеринку девушку без внимания было крайне оскорбительно. Количество молодых людей было либо равносильно собравшимся девушкам, либо его превышало. Так же, как и у девушек, в качестве тамады юноши выбирали самого старшего и опытного мужчину, знакомого со всеми правилами и традициями проведения чеченской вечеринки, который, в отличие от женской тамады, должен был располагаться в самой глубине комнаты. Таким образом, они оказывались друг против друга и имели возможность спокойно разговаривать, знакомить молодых и следить за каждым из присутствующих. Не допускались никакого рода оскорбления, неподобающие слова или действия. Каждое движение было собранным, каждое слово обдуманным. وين وقعت عمر الغار الركوع رياضي ومسؤول تشبه بيدوس هادي هيسي سأم لي سبول لي سهاجر لي سترجع لي روح ناكري تشيوكا تقام خارج ده غير بدر دوك ديك خدو ما حكري شونم هال اسيبات خارج والله شون موفي ديك دودا اسيبات يوم قطعت يقول كلمة تقول عمر عيل ويشن دوك دودا ويش يا أرجم بوتش السيق يرم دا المقلع تبع حوص دوك وين لا والله ده خير سيقيرم دابولا شرشيت عم تخل هذا هم دي شو درتي وكنتي بعد ديك شيء دقديري شو لا توت لا تبندر اسيب هر يوم ويشك حاج دلدوك ويش نقول الموضوع هذا У чеченцев есть поговорка: на Син-эром гостю не достается гостя, односельчанам односельчанка. Смысл этой поговорки в том, что если на вечеринке присутствуют несколько гостей, и юноши, и девушки, то знакомить их между собой было бы неблагоразумно. Такое мероприятие позволяет расширить круг знакомств, узнать друг о друге больше, скрепить взаимоотношения соседских селений. И ничто так не роднит семьи и села, как захло. السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا حكيتين شو باش مبشو وبيو çarşıdan ama dik şu hakaç dakika Конечно, мог шпара. Как первый язык. Да. Мода шумаз вошкетте. Лем газ модель. Дерц до лем газа. И шадек делерду. Вехли шу алде мода шумаз вошкетте. Дикаш куда дикхоб, цола дикаш дери. Да, дело на хетем, хазда. Баркал энди, вауш, хаш вахал. В первую очередь внимание оказывалось гостю. Знакомиться он мог сам или его близкий друг мог начать разговор с понравившейся гостю девушкой. Кигиш, وين صغير دوشنا هالشيء شاهد مردي سلوش والشوا حالها كيري تام دير بردا بردو شازلو مكري تام دير بردا بردو خوزلو شاهد مردي يولشو يا بردا بردو إيش ترسين كيرم دعوة جوا ده والله كيري هو تام ديس فونه قدريس أردو يسترو نحكي تام ديس فونه قدريس بقى تنقل اتوار كل في عشر وقت هو غلاش ترتو سنت مكة مكي بس يودا بقياوين مكة بيست فونه قدريس ولا ايش ولا مكة
وهيش وقومت كيري صبو هايو اللي خلان سيدة شيخلش الشير أرينش كأيدة تيخلش إدى شيدة تدك شي دولة حاج قصن ديك يخزايا شي هوس بحيز ريخش إدك باهم تعبير سينا حشين يرزو يرش أبو شوي ساق برش سمو قادق شمت كشتاقي حريز بيح بوشي ما شاء الله. По чеченским традициям отказать гостю девушка не могла. Даже имея серьезные отношения с другим человеком, девушка должна была согласиться этот вечер посвятить гостю. Уважить его считалось большим почетом. Если ее молодой человек присутствовал на синг-эйром, он также не имел права показывать свое недовольство. Макар, освизгило ждет Макер Пургуэлон. Шихен насеях чаптел, яхел юж хоттел. Элведей цакисту. Шемет тасадин сунтер шоу шер сунмет ё кондер. Мак хонмет книс белами зонга. وهاش بعتوا ايه دوشار. كذبت. وواصل. مك صاحبي شو يا أخي شو رأيك؟ كورت عيره ريزيو شتى دخل. ده ريفورم ده برصع برشو. فقط كون دجاوا. ما شاء الله. هاش هي كانت ورون شاهدين خليتر ورش. هيس هاي سمودا فدوغا. Нужно отметить еще один момент. Если среди присутствующих мужчина замечал свою родственницу, он тихо прощался и покидал вечеринку, дабы не смущать ее во время сватовства. مسلم وال أمرأة سو وعصاه صغار هو شيء سبق شيء هو عاش لدى مويته بركل خيش وقت عوضه هو لدى متروات صار مجردو ده ريس خلاص شو بس هذيك داليو اللي هذيك بركل واوجد عاش واحد لكن لا سيدويل بركل عاوش بركل يسخن واحد يدي خزقو بر بس مسلم ليلين بوش عشين بيحكم بوش يا ايش انا هرسين كيلو وين بيتلوها. Итак, чтобы обратиться к понравившейся девушке, молодой человек был обязан спросить разрешение сначала у тамады мужского. После его одобрения юноша обращался к женской тамаде, указывая ей на то, какая именно девушка привлекла его внимание. Никаких жестов и криков с места быть не могло. Если молодой человек был знаком с девушкой, он мог назвать имя ее отца или просто указать на занимаемое ей место среди девушек. Женская тамада обращалась непосредственно к самой девушке и узнавала ее мнение. Девушка либо отказывала под благовидным предлогом, либо соглашалась. На вечеринке у девушки могло быть несколько ухажеров. هيجر قوي تعمل بس ما أخكري تعمل نويست المجردر يسوع مجردو يستو ما أخكري تعمل بس ما أخكرش ويست البربلاي أحسن لا والله أمدخ. باهم بره يتيب دوق در يخزير اليوق لإخوات أصليخ ديك اليوم إيش تيوق سين توس قشوح كرينا الغيت شو صار ما أخكري تعمل هنقول لي شلخ جاء هو يوفى على أرسون. أنت عايشة. عايشة شو خزيرين. ما كريت عم. إذا عايشة تي بيزن بخن الكير دوت أريخ تاش خلص يسوع شلو استوسر إيرسا دقسمو آخر دريتي أوسن. Слова, используемые сватами-друзьями или самими молодыми людьми во время захла, сватовства, были настолько продуманы, взвешены и искренни, что зачастую многие становились афоризмами, используемыми по сей день. Наши предки очень правильно, точно и красиво умели разъяснять свои мысли. Каждая фраза словно вырвана из книг. هرسه کی گیرش نیان دار تعذیه بلوان
İşte hamlekli 4 azıya bel boyu haysun, şun azıya bel boyu haysun. İşte yahsa hiç diyor ona şaş müş derece kaça hayş doşarit halmekler. من دوش دوام غير دوش دلاحة يحيي تقال. يحيي وزن قلا شيشة وشاد قوي هم داس. ريزي بوهو يحيي تشواريا. Да, зайдяй. В конце вечера гость благодарил всех присутствующих за оказанный ему почет и уважение. تيجي هو تعبيس خل نقدريسه. مقدر بيستخلاه. Hoos oors toys dikt ilesi, mostu au hirtsi yurtsi, shun del rezi al makri, shuna del rezal, yanti dal sidur dal ehtobur shu. Toys dokko sinrin shkahla, hoda ypsamu toys shun del dat. Dal sidur shun del rezi al, ins hapur bons toys dawru. شاش الله ما بتروح داير ياسر Barko del rezi. ماكل تعمد بركل داير يسخل شنو ماكل شنا خاصة مقداقيش سمو تصدع على مسوى درسه راح وغويش نسدى لقصة انت شنا داير يسخل دير يسخل هنا يختصب وغش معي يقول حسن مقداقع وصدوق وده المقلع نجح فخ لدر الويال لح ويحسب الورد داري أكتوبر لا نعمس ولا والله داير ياسر ما شوي ما شغل مريم. ها يعني كل مارش ولا مارش ولا مارش دارك تبول وصوم ده ها بارك ها كيش واوش واوش كيش نحكي لا سيدول واوش. Все знакомства заводили публично, официально. В чеченском обществе молодые люди знакомились при свидетелях. Со стороны юноши это мог быть его друг. У девушки близкая родственница или подруга. Свидетели способствовали гармонизации этих отношений, чтобы они были чистые, основанные на чеченской ментальности, и при этом ими создавались все условия, чтобы в итоге состоялся счастливый брак. Конечно же, такое мероприятие, как чеченская вечеринка, было прекрасным местом для встреч, где в присутствии знакомых молодые имели возможность общаться друг с другом. На вечеринке девушки и юноши пели песни и танцевали. Парный танец на вечеринке занимает особое место, требующее отдельной программы. Танец – соревнование, демонстрирующее всю ловкость и грациозность танцоров. Лезгинка – это своеобразный язык общения. В нем можно выразить всю красоту и искренность своих чувств, свое уважение к партнеру. Именно поэтому танец являлся неотъемлемой частью любого синкыра. Так, сменяя сватовство танцами и песнями, проходили чеченские вечеринки. Такое открытое, интересное, веселое действо было довольно частым явлением в чеченских селениях.
Наши бабушки и дедушки, возможно, даже мамы и папы, успели застать столь прекрасный обычай, объединявший такое количество людей. Мы рассчитываем, что благодаря нашей программе вы погрузились в атмосферу времени, когда обычай Синк-Эйрам был настоящим институтом воспитания, создания семьи и родственных отношений. Возможно, многие из вас, посмотрев нашу программу, смогли подчеркнуть важную и полезную информацию, которая поможет вам в современной жизни. اشتاق زاد نجرتا حلقي غادي تشخي الليرة